После попытки государственного переворота в Турции началась волна арестов подозреваемых в причастности к заговору. Задержали более 6 тысяч человек, в основном военных, прокуроров и судей. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган не скрывает, что репрессии будут массовыми. В стране проходят митинги в защиту действующей власти. Некоторые демонстранты призывают казнить заговорщиков. Эрдоган заявил, что парламент может рассмотреть вопрос о восстановлении в стране смертной казни. Такой вид наказания запрещен в Турции уже 20 лет. В ночь с 15 на 16 июля в Турции произошла попытка государственного переворота. В ходе массовых столкновений и перестрелок по меньшей мере 265 человек погибли и более 1500 получили ранения. В организации военного переворота Эрдоган обвиняет последователей оппозиционера исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, проживающего в США. Гюлен категорически отрицает свою причастность к перевороту. Друзья, которые слушали выступление Эрдогана, сказали мне, что он хочет предъявить счет нам, что он с неприязнью говорил о нас последние 2 дня. Как человек, пострадавший от переворотов, я бы посоветовал турецкому народу не симпатизировать никакому военному перевороту. Я человек, который не верит, что можно прийти к демократии, можно защитить республиканское правление, обеспечить эффективную интеграцию Турции в мировое пространство путем государственных переворотов. Существует возможность, что этот сценарий был разработан самим Эрдоганом, но картина пока еще не полная, хотя я не исключаю этой версии. Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин, возможно, встретятся в начале августа. Об этом сообщают турецкие СМИ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения встречи.